90 парашютистов, десантников Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны сегодня прибыли в Якутию для тушения лесных пожаров. Они уже приступили к работе в Горном, Хангаласском и Таттинском районах. Напомню, что накануне в регионе был введен режим ЧС. Причиной труднодоступных и чрезвычайно удаленных лесных пожаров – жара, порывистый ветер и сухие грозы. В июне, например, в Верхоянске был установлен заполярный рекорд жары. Температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов. К слову, режим ЧС действует и в ряде других регионов России. До конца недели правительство страны решит вопрос о выделении этим субъектам дополнительного финансирования для борьбы с лесными пожарами. Сегодня мы с вами убываем в Якутск. Задача простая. Обстановка в Якутии сложная. Большое количество пожаров, большое количество площадей. Почему вы? Работа будет на удаленке. Поэтому авиалесоохрана вперед в бой. Главная задача – требования безопасности, чтобы все живые и здоровые остались. Ну и вторая главная задача – максимально выложиться в локализации, ликвидации пожаров. Лесной пожар на площади 85 гектаров в 5 километрах от села Кустур Эвено-Бытантайского района локализован. На тушение пожара были привлечены более 30 человек и 5 единиц техники. Противопожарное прикрытие населенного пункта обеспечивает добровольная пожарная команда. На территории Эвено-Бытантайского района действует 13 лесных пожаров на общей площади 33 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Также удалось взять под контроль лесной пожар возле Батагайской нефтебазы в Верхоянском районе. Причина возгорания – также неблагоприятные климатические условия. В настоящее время огонь действует на расстоянии 600 метров от нефтебазы. Ситуация под контролем огнеборцев. Напомню, что пожар возник 30 июня в 5 километрах к северу от поселка Батагай. Сегодня туда вылетели 17 работников Якутлесресурса с оборудованием для борьбы с лесным пожаром. Также в поселок Батагай сегодня вечером вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. На борту также 12 человек. Помимо этого отправлено 500 единиц рационов питания из республиканского резерва.